Дорогие друзья, мы находимся в городе Мирный. Это город очень уютный, красивый, который находится на северо-западе нашей республики. Здесь проживают замечательные люди. Они под стать бриллиантам, которые сверкают разными гранями своих талантов. И мы находимся сегодня в очень уютном месте, в бизнес-центре. Называется студия «Зефирный домик». И хозяйка этого зефирного домика Василина Бабиченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь обучением детей и взрослых лепки из глины, из полимерной глины и из керамических масс. Но сейчас основное направление, конечно же, керамические массы занимают. Мы лепим посуду, настоящие тарелочки, кружечки. Этим всем можно пользоваться в быту, мыть, разогревать в микроволновке. То есть это настоящая посуда. Конечно же, это направление очень популярное, поэтому всецело захватило студию. У вас наверняка в каждом доме у мирнинцев своя посуда теперь из полимерной глины. Или еще не у всех? Из керамических масс, получается, да, из глины. Практически у всех, мне кажется, потому что очень много людей приходят к нам лепить. Интересуется очень. Да. А когда вы открыли свой зефирный домик? Зефирному домику уже 6 лет. 6 лет назад открыла, занималась совершенно другими направлениями и постоянно что-то добавляла, интересовалась новым. И вот мой путь пришел к керамике. Василина, вы по профессии дизайнер. Да, я специалист по связям с общественностью и рекламе, и еще увлекалась дизайном, и даже получила еще одну профессию, и работала в институте Якутнепролмас специалистом по компьютерной графике. Вот, ну, в основном это было рисование компьютерное. Но постепенно, когда вышла в декрет, стала что-то делать руками, и вот это привело к тому, что сейчас мы занимаемся керамикой. Вот из этого шарика должна получиться какая посудка сегодня? Мы сегодня слепим тарелочку, потому что тарелочка — это самый популярный мастер-класс, и это изделие, с которым может справиться любой, даже начинающий, и ребенок, и взрослый. И это просто можно сделать в домашних условиях, слепить. Я покажу вам инструменты, то, что есть у каждого человека дома. Угу. Ну, давайте начнем. Итак, нам с вами нужен комочек керамической массы, примерно 500 граммов. Угу. Вот он такой тяжеленький, если его взять, подержать. Сыренький, тяжеленький. Да, действительно, так. 500 грамм. Есть. Вот. И, значит, для этого нам нужна какая-то деревянная основа, это может быть стол, можно расстелить еще ткань. Вот мы кладем комочек в центр. И еще желательно бы взять какие-то направляющие, наподобие реечек. Для чего? Чтобы мы смогли именно определенную высоту изделия сделать, да, толщину. То есть толщина нужна где-то 5-6 миллиметров. Для начинающих лучше использовать вот эти направляющие, чтобы пласт был равномерным. И дальше нам понадобится скалка. Обычная скалка, можно черенок какой-нибудь от лопаты отпилить, либо обычную скалку взять. То есть для этого я встану, потому что раскатывать нам нужно будет стоя, это легче, потому что мы можем всей массой тела, да, давить на глину. Итак, для начала мы немного подобьем сейчас этот комочек, да, потому что если мы начинаем его раскатывать прямо вот с такого шарика, она, возможно, у нас будет трескаться по краям. Поэтому вот таким движением ровненько мы подбиваем. Так. Ничего, так. Вот примерно вот так. Сейчас еще посильнее. Ну вот подбиваем и периодически вращаем его. После этого кладем скалочку в центр комочка и начинаем придавливать его в центре, раскатывая по краям. И вот у нас с вами начинает получаться овальчик, да? То есть далее мы его поворачиваем и снова от центра к верху и от центра к низу раскатываем, то есть стараемся продавить в центр. К краям давление мы ослабляем, чтобы у нас был такой равномерный комочек. Очень мягкий, видимо, да? Да, глина мягкая. И вот мы будем раскатывать до той степени, пока у нас наша скалка не будет, да, по направляющим свободно ходить. Тогда наш пласт под скалкой ровно 6 миллиметров толщиной. Это очень важно, чтобы тарелочка не лопнула, а получилась ровной. А если меньше 6 миллиметров, то есть риск?
Ну да, тарелочка будет слишком тонкая, и так как мы с вами будем делать тарелку в технике отминки растения, то есть пласт должен быть где-то 6 миллиметров толщиной. Ну и не должно быть разницы, например, чтобы не было где-то 3, где-то 2 миллиметра, да, то есть для новичка вот обязательно нужны вот такие вот палочки. Можно еще журналами их заменить, если 2 журнала так по краям положить, тоже раскатать. То есть журналы нам дадут эту толщину, если уж совсем такими подручными средствами. Василина, а максимальная ширина вот этого нашего изделия, она какой должна быть? Тарелка может быть совсем большой, то есть все зависит от того, какая у вас идея. Ну, мы будем делать среднего размера тарелочку. А так обычно мы ограничены только размером муфельной печи. Разный диаметр в печах бывает, то есть тарелку до 45 сантиметров можно сделать такую большую. Ну, а по в домашних диаметру. условиях это вот на ширину нашего духового шкафа, да? Шкаф 60 сантиметров, по-моему. Да? Ну, где-то так. Ну нет, мы же не в духовом шкафу это запекаем, Нет, а а в именно домашних условиях. в домашних условиях нельзя обжечь ее, она обжигается на температуре 1100 градусов, и для этого нужно просто найти студию керамики, где есть муфельная печь, и отнести туда на обжиг. Хорошо. То есть дома, друзья, увы, не получится, да? Да, ее можно дома слепить, подготовить, высушить и отнести на обжиг в студию керамики. Они есть в каждом городе, и они с удовольствием вам помогут обжечь, чтобы глина превратилась в керамику и стала крепкой. То есть ее разбить практически невозможно будет. Ну, если постараться, то можно, конечно. Ну, это керамика, бережно, конечно, но она не такая хрупкая, то есть вполне долго живет такая посуда. Я смотрю, у вас кругляшочек получился не совсем круглым. Да, это такая задумка у вас? Да, то есть равномерно, совсем прям круглый невозможно раскатать, но мы должны стремиться к той форме, к которой мы идем. Например, я хочу сделать круглую тарелку, ну или более приближенную. Сейчас дальше расскажу, как мы будем работать. Получается, когда мы раскатали пласт, наш следующий шаг, нам нужно прогладить циклей, уплотнить поры глины, убрать все трещинки с одной стороны и перевернуть пласт на другую сторону. А вот эта лопаточка, ну, наверняка... Это цикля, ее можно заменить в домашних условиях просто пластиковой картой. Как правило, все керамисты пользуются пластиковыми картами, даже лучше ей получается. Вот смотрите, большие трещины, очень-очень легко все заглаживаются, и тарелочка, наш пласт, да, такой ровненький становится и гладенький. То есть вполне можно справиться. Как нужно положить, да, то есть 4 пальчика, положили карточку, прижали, и вот таким образом мы рукой... Не надавливая сильно. Да, слегка, да, потому что можно раздавить пласт, а мы помним, что нам нужна толщина, да, у него, чтобы он был не менее 6 миллиметров. Ну вот моя тарелочка уже вся ровненькая. Дальше, сейчас мы будем рисовать контур, да, срезать все лишнее и рисовать вот круглую. Можно взять просто другую тарелку и по кругу вырезать, но мне очень нравится естественная керамика, когда она прям вот видно, что она слеплена своими руками, поэтому я своих учеников учу делать это вот от руки, основываясь на форме. То есть наша задача с вами срезать где-то миллиметров 5 от края, чтобы вот эти трещины, они не пошли, да, внутрь. Поэтому мы берем шило, либо можно взять зубочистку и просто рисуем очень аккуратненько контур тарелки. Вот сейчас я его аккуратно прорисую. Получается. Ну, конечно, у вас такой опыт. 6 лет все-таки. Да, вот таким вот образом получилось. И теперь, когда, например, почему я говорю, что когда мы рисуем, мы слегка так нежненько должны это делать. Если, например, куда-то не туда мы нарисовали, да, не ту линию, мы ее аккуратненько заглаживаем и прорисовываем новую, да, вот так вот. То есть все поправимо. Да, поправимо. И теперь вот уже все, я довольна формой, будем резать полностью. То есть мы берем шило и прям полностью прорезаем до деревяшки, да, на которой лежит пласт. И вот таким образом мы сейчас с вами вырежем очень аккуратный кружочек. Так. Примерно вот так. А вот такую посуду любят делать кто обычно? Ну, кто к вам приходит? Это дети? Дети и женщины. Это женщины, мужчины. Ну, мужчины тоже приходят, да. Их, 8 конечно, марта. поменьше, но они приходят и очень хорошо лепят. Мы снимаем остатки глины, собираем их в комочек, убираем, чтобы они нам не мешали. И теперь заглаживаем
край. Аккуратненько сглаживаем. То есть мы вот этот вот рез оставляем 90 градусов, да, и вот фасочку снимаем, закругляем слегка вот эту верхнюю часть. То есть я смотрю, у вас чашечка с водичкой, это для чего? Чашечка с водичкой нам нужна для того, чтобы намочить губку. Но мы должны намочить губку слегка и вообще ее отжать полностью, чтобы не было в губке воды, потому что чуть-чуть влажная. И она так, да, слегка должна быть влажная, потому что слишком много воды, если налить прям на пласт, то при сушке глина лопнет. Вот, мы заглаживаем, и можно губочкой еще подзашлифовать. Так. Вот таким вот образом. Все, теперь у нас тарелочка практически, да, пласт подготовлен для того, чтобы сделать отминку. Отминка — это вот этот рисунок, да, который оставляет растение. Здесь, например, лаванда. Но можно взять наши якутские травы, да, которые на полях растут. Я собираю цветы, делаю венички такие, подвешиваю их в темном месте, и потом всю зиму мы отминаем вот это на тарелочках. И это, то есть, наши якутские растения. Очень-очень красиво. Можно сделать с колосками. Вот такие варианты. Так. Мы сегодня с вами, можно также взять и живые растения, и, например, отмять живое растение, ну, либо летом, когда очень много разных трав, это особо красиво получается. То есть мы, например, выкладываем композицию из живых растений. Но сегодня мы с вами сделаем лавандовую тарелочку. Я покажу, как можно, используя сухоцветы, потому что вряд ли у всех есть вот такие травки дома сейчас сушеные. Ну, лаванду, например, можно ее найти во флористических магазинах, и сделаем с лавандочкой. Итак, теперь мы берем растения, берем лаванду. Какие основные правила выкладывания композиции из растений? Мы должны отступить от бортика тарелочки где-то 2,5 сантиметра. Почему? Потому что мы же будем его поднимать, и отминка не должна быть вот в этой части. Да. Еще одно правило. Обязательно не перекрещивать стебли, например. Если я буду перекрещивать стебли, да, и буду это вкатывать потом, то этими стеблями я могу прям полностью тарелку продавить. И она может лопнуть при сушке. Это тоже очень частая ошибка начинающих. Нужно очень аккуратно. Ну и вот, например, и еще одно правило. Если мы с вами хотим сделать надпись, а мы сделаем надпись Якутия 24, тарелочка потом поедет к вам, мы должны запланировать под надпись место. И, соответственно, композицию из цветочков мы сделаем асимметричной. То есть не в центре, а вот сбоку. Ну, например, здесь полностью полет фантазии ваш. То есть вы ничем не ограничены, только вот двумя правилами. Сам себе дизайнер, да, любой. Что от края мы отступаем. Вот это самое 2,5 сантиметра. Когда ты посуду можешь придумать создать, придумать сам по своему дизайну, и вообще как душа у тебя лежит. Вот. Например, вот мы вот так вот сделали. Да. А бывали такие случаи, когда люди действительно собирали целый, ну скажем, сервиз? Да. Очень часто приходят женщины, это в основном по абонементу, и лепим мы очень много прям тарелочек. И они пользуются этой посудой, конечно, в обычной жизни. То есть, да, и вы сказали, что можно даже в микроволновке. Можно греть, да, можно подогревать. Я сама пользуюсь этой посудой, которую сама делаю, то есть вся она прекрасно моется в посудомойке, разогревается в микроволновке. Это очень приятно. И такой хороший подарок, да, своей семье, конечно, допустим, или своим родным, друзьям. Можно сделать надпись какую-то, да, в подарок дедушке или бабушке. Детки очень часто делают такую посуду, когда пишут. А интересно, вот вы сейчас лаванду разложили, вот эти вот, каждый стебелечек, они будут прям там, или вы их уберете, или как? А сейчас я вам дальше покажу, каким образом мы это делаем. То есть вот смотрите, композиция готова. Дальше мы с вами должны обязательно опять положить направляющий. Почему? Чтобы не раскатать пласт тоньше, да, и скалочкой мы берем и прям по этим цветочкам, сейчас мы их будем вкатывать. Тоже основное правило, когда вы это будете делать, отступаете где-то сантиметра 2 от края и начинаем примерно вот с этого места вкатывать. Вот мы можем сейчас прям крупным планом это снять. Выдавливаем, и будет хруст. Кстати, лаванда будет хрустеть. Вот таким вот образом. Направляющий нам не дали
раскатать пласт тоньше, да, но лаванду мы вкатали. Вот таким вот образом лаванда оставила отпечаток, и у нее аромат прям такой появился, сейчас вот очень вкусно пахнет. Итак, и дальше мы с вами убираем эти цветочки. Здесь можно слегка пальчиком некоторые пройти. лепесточки остались там. Да, внутри, ничего страшного? вот мы убираем ровно то, что убирается, а все, что там осталось, оно все выгорит в печи на 400 градусах примерно, органика вся сгорает. А как я уже ранее говорила, керамику мы обжигаем при температуре 1100 градусов в муфельной печи, поэтому мы достанем беленькую тарелочку из обжига, и на ней будет лишь отпечаток этого растения. Можно делать абсолютно разные растения, это прям действительно очень красиво. Папоротник, лист, например, какой или лопух. запах, такой аромат. Да, лаванда сразу начинает такой На аромат всю источать. комнату, представляете, очень вкусно пахнет. Да, и следующий этап. Все, мы с вами убрали. Стебли, главное, убираем, а семена лаванды там внутри остаются. Следующий этап мы с вами будем, прежде чем делать надпись еще админкой, будем поднимать бортик. Почему я советую так делать? Потому что когда мы поднимем борт тарелочки, мы уже будем видеть, какая она у нас получилась и в каком месте очень хорошо и симметрично станет надпись. Это важно, то есть следующий этап поднятия бортика. Здесь тоже есть нюансы очень важные. Как правило, частая ошибка, как это бывает, что детки так делают, берем борт, да, и начинаем пальцами вот таким вот образом вминать глину. То есть, к примеру, вот это наш бортик, да, сейчас я вам быстренько покажу, как не надо. Как не надо, это вот таким вот образом мы поднимаем, да, вот подняли, и у нас остались здесь вот пальчики, да, наши. И бортик такой волнистый-волнистый, хотя такой стиль тоже бывает, но нам хочется сделать прям более ровную, поэтому как я учу своих учеников, то есть мы берем, подкладываем ладонь одной руки, а второй рукой вот так вот средним пальчиком мы продавливаем где-то на расстоянии примерно тут вот 1,5 сантиметра, да? Это невысокий бортик. То есть будет. Какой высоты вы хотите бортик? Да. И для чего? Допустим, если для супа, это, соответственно, более глубокий такой у нас должен быть. Ну, для и супа, борт повыше. Да, для супа тарелочки делаются по другой технике. Вот, но у блюдца может быть, да, вот оно совсем может быть с низким бортиком, как здесь, а можно прям повыше поднять. То есть здесь, смотри, какая задача. Но, как правило, суп с этой тарелочки мы не будем кушать, да, там тортик не выпадет, и тарелочка больше будет, если мы сделаем не такой высокий бортик. И начинаем проходить по кругу. То есть вот это движение, когда одна рука придавливает, и вместе всегда у нас две руки идут, а вторая проглаживает. И вот таким вот образом все мы проходим с вами. Так. Как у вас прям ловко все получается. Да. Обычно мастер-класс по лепке тарелки занимает где-то 1,5 часа. Но в первый раз, допустим, человек занимается, и все получается. Все получается, у всех получается, конечно. Но под вашим чутким руководством. Конечно. У меня есть тарелочка пугач, которая лопнула, я всегда ее показываю, говорю, просто если не следовать, кажется, так легко сделать тарелочку, но если не следовать технологии, мы можем потерять ее. Вот выглядит так, например, лопнувшая тарелка, поэтому сразу все внимательно слушают и делают. И вот теперь края, да, то есть мы делаем поровнее края. У нас с вами появился вот этот второй край, да, который был на основе лежал, мы же не могли его тогда выгладить, сейчас мы выглаживаем. Как долго вот этот вот процесс приглаживания должен продолжаться? Он длительный процесс, потому что мы с вами уже слепили тарелку, и теперь времени примерно минут 10 мы должны хорошенечко ее загладить. И этим этапом лучше не пренебрегать, потому что как тарелка высохнет, так она при обжиге в печи не расправится, не станет гладенькой. То есть мы должны ее сейчас сделать гладкой. Максимально гладко. Да, максимально гладко. И теперь поможет нам губочка. Да, лучше пальцы, конечно, ничего не загладить. Так всегда говорю, что пальцы заглаживают всегда такие какие-то большие неровности, а губочка зашлифовывает уже в конце по заглаженному, делает такой прям ровненький, гладенький край. Вот таким образом мы с вами сделали. А в домашних условиях, вот допустим, вот так вот люди сделали, взяли, вот купили кусочек глины. Да, кусочек глины, сформировали. Как долго она высыхает дома?
Тарелочка должна где-то 7 дней высохнуть. Всё, ну да, потому что она не очень толстая. Разные бывают изделия по толщине, соответственно, и скорость сушки у всех разная. Как сушить, сейчас расскажу, это тоже важно. Нужно закрыть пакетиком полиэтиленовым, в котором отверстие в центре. И желательно положить какой-то пресс сверху, например, пакетик с гречкой. Ну, что-то такое, что не даст тарелке деформироваться при сушке. Бывает такое, что да, она начинает как-то подсыхать неравномерно и может деформироваться, чтобы вот она ровненькая. А вот эти гречка, допустим, это же крупа мелкая, она в не пакетике. отпечатается? Она в пакетике. Ну, это мы целлофанчик кладем, можем положить, например, лист бумаги. Ну Да. И положить. И как раз крупа, она равномерно распределится. Ну, центр придавить. Нам главное придавить То есть центр. утюг здесь не подойдет? Нет, надо что-то Хорошо. полегче. Там, допустим, килограмм гороха или там тоже не подойдет? Или подойдет? Ну, полкилограмма подойдет. Можно такими подручными тоже способами можно сделать. Вот, например, мы с вами слепили, дальше хотим сделать надпись. В керамических студиях есть вот такие вот буковки. Как раз мы напишем Якутия 24. Но, например, если нет таких буквок, что делать? Мы просто берем зубочистку и зубочисткой пишем, что мы хотим. Что хотим, да. Желательно сделать это не глубоко и саму линию чуть пошире. То есть вот таким вот образом. И они все в зеркальном отображении, и обязательно тоже учеников я учу, что нужно предварительно отпечатать на кусочки глины усилие, да, насколько глубоко входит буковка. И вот таким образом мы печатаем. Хотите вы? Нет, давайте вы. Вы мастер. Вот именно ваш оттиск более ценным будет. А в процессе сушки вот эти буковки, они у нас там не скукожатся, не там, допустим, как-то не пропадут? Нет, они не пропадут. Главное хорошо вдавить. Умеренно, так бы я сказала. Если, например, слегка мы вдавим, то да, при сушке немного они теряются. Поэтому нужно вдавить чуть получше. В общем, какая-то золотая середина некая должна быть. Ну, это мы глазками, вот, то есть смотрим, буковка входит. Значит, можем, да? Да, вот. Якутия. Таким вот образом. Якутия. И 24. 24. Так. Здесь немного другие штампы. Чудесно получилось. Далее эта тарелочка отправляется на сушку примерно дней на 7 под пакетик, под груз, который придавит серединку, чтобы она не деформировалась. И после полного просыхания мы можем взять это изделие и очень аккуратно в коробочке отнести в ближайшую студию керамики, где нам с удовольствием помогут и обожгут при нужной температуре. А у вас в вашей студии есть такая печь? Да, у нас есть муфельная печь. Сейчас мы ее посмотрим поближе. И поставим тарелочку на обжиг, которая уже высохла. Сейчас мы этот процесс продолжим, но только с другой тарелкой. Хорошо. То есть как бы наша тарелочка должна еще подсохнуть в течение 7 дней. А почему именно 7 дней? Что происходит за эти 7 дней? За 7 дней из изделия полностью уходит влага. Как мы проверяем? То есть изделие, которое высохло, оно будет теплое и белое. А сейчас, получается, она холодная, вот если ее потрогать, она прям вот будет холодная, и будет с нее испаряться влага. Ну да. Почему это важно? Почему здесь на этом этапе нельзя торопиться? Потому что не высушив до конца изделие, если мы поставим в муфельную печь, влага полностью не испарилась, изделие лопается, причем оно лопается, ну, может быть, на мелкие части. Ни в коем случае сырые изделия мы не ставим, обязательно полностью просушенные. Наша тарелочка высохла, то есть мы убираем пакет. Сейчас она очень-очень хрупкая, нужно очень аккуратно принести ее в студию керамики, то есть вот этот процесс транспортировки очень важный. И в студии керамики будет печь, это муфельная печь, в которой как раз и из глины появляется керамика. Мы берем тарелочку, это печь на 60 литров, конечно же, не одна тарелочка туда ставится, здесь выстраивается конструкция из лещадок, таких полочек, и полная печь изделий. Поэтому у студии керамики обычно бывают свободные места, они могут положить тарелку. Итак, закрываем печь.
И на контроллере выставляем программу. Программа это будет бисквитный обжиг, это первый обжиг считается, на 1000, примерно 1080 градусов она будет обжигаться. По времени обжиг примерно где-то около суток, полутора проходит, печь нагревается, потом остывает планомерно, и все. У нас далее получается изделие обожженное, вот такое. То есть уже это не глина, сейчас я вам покажу. Тарелку, которая, например, просто глина, да, что она ломкая. То есть чем отличается слепленная тарелочка вот от обожженной? Посмотрите, это высушенная просто тарелка, я ее называю печенька. То есть мы ее просто можем легко сломать, да? А вот обожженная уже тарелочка, да, то есть она крепкая, то есть она закаленная, да, то есть все. То есть вот это как раз уже, в общем-то, полуфабрикат у нас, да? Да. Перед глазировкой. Да, и уже глазированная тарелочка у нас получается вот такая вот, да? То есть вот эта тарелка, она уже крепкая, но еще и нельзя использовать, потому что, как правильно вы сказали, что она такая шершавая. Ее нужно декорировать, покрыть пигментами и прозрачной глазурью. И поставить в печь снова. То есть после того, также она ставится на сутки где-то, обжигается при температуре чуть повыше. И уже мы достаем остывшие вот такие блестящие тарелочки, которые защищены, и мы можем теперь их мыть, греть и кушать. Ну и использовать. Конечно. Да, вот такой путь кусочка глины мы сегодня посмотрели. Здорово, очень красиво. Это обычно это 3 недели занимает по времени. То есть если правильно выдержать все процессы, готовое изделие где-то через 2-3 недели у нас получается. Даже это будет какая-то маленькая плошка, не зависит, да, то есть какое-то маленькое изделие или большое, оно проходит вот такой этап. А вот глазировать ее как можно? Это тоже, ну, скажем так, процесс такой, требующий каких-то там... Ну, это творческий процесс. То есть там, конечно, есть нюансы. Это обязательно второе посещение. Или, например, вы забрали из студии керамики тарелочку дома. Или в студии же керамики вы можете ее покрыть, либо они вам там могут покрыть и поставить на второй обжиг. Но вообще это творческий процесс, но он очень быстрый. То есть просто как красочкой. Да, то есть это со всех пигменты, сторон, да? Да, и потом наносится глазурь, да. То есть покрасили, потом еще слой какой-то, да, типа как лак или да, что-то? это вот это как раз глазурь прозрачная, она дает вот такой блеск. Вот она такая, знаете, глянцевая, да, очень красивая. Этим мастер-классом я хотела показать, что керамика очень интересное занятие, оно доступно для всех. Не обязательно при этом иметь дома печь. При том, что сейчас студии керамики на каждом шагу, в каждом городе, то есть всегда можно обратиться и таким способом лепить. То есть дома лепим, и дальше этот процесс нам ускоряет, да, студии, помогает. Но вот сам процесс, когда ты можешь дома спокойно сесть и вылепить любое количество изделий, тем более, что глина, она сама не очень дорогая, то есть ее можно купить, к примеру, 10 килограмм, из 10 килограмм сделать, вот мы 500 грамм с вами брали, то есть много тарелочек, да, получится, например, или кружечек. И это очень такой экономичный способ заниматься творчеством. Для многих, наверное, людей это станет хобби и бизнесом, потому что не обязательно мастеру иметь свою печь. Многие мастера и 3-4 года занимаются керамикой и ходят, обжигают в студиях. Василина, вы очень много даете советов для своих учеников. А где можно найти и познакомиться, допустим, ну как-то побольше разузнать о вашем вот занятии, о мастер-классах каких-то? Могут найти телезрители вас где-то? Конечно, да. Узнать о студии можно в соцсетях по названию «Зефирный домик». Можно найти и почитать и про мастер-классы, и какие-то советы, и посмотреть, вдохновиться фотографиями и процессами, потому что я снимаю полностью все с момента лепки, дальше там глазуровки. Ну, очень интересно за этим процессом наблюдать. И подучиться можно. Даже просто... Вторую часть вот нашего мастер-класса про именно как покрыть глазурью тарелочку можно увидеть в ваших социальных сетях. Конечно, я так и сделаю, я запишу дальнейший процесс глазуровки, как я достаю это из печи. Вот. Продолжение будет, но уже в ваших соцсетях. Конечно. Чудесно.
Да. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы побывали в гостях в замечательном месте, Зефирный домик, познакомились с хозяйкой этого домика, этой студии прекрасной, Василина Бабиченко. Большое, огромное спасибо. Желаем вашей студии процветания, успехов и как можно больше благодарных учеников. Спасибо большое вам. Спасибо.